Кай – древнейший жанр устного народного творчества тюркских народов. Республика Алтай – одно из немногих мест на планете, где этот жанр сохранен и развивается по сей день. Из поколения в поколение кайчи передают посредством сказительства древние мифы алтайской земли, героические сказания, а вместе с ними национальные, духовные и нравственные ценности. В алтайской традиционной культуре в 50-е и 80-е годы шло активное фиксирование текстов героических сказаний исследователями. Именно в этот период было выявлено большое количество исполнителей горлового пения. Уникальным можно назвать тот факт, что до конца 20 века на Алтае были сказители, имевшие прямую передачу сказительского дара от своих учителей. Особую поддержку развитию этого искусства оказало Министерство культуры Республики Алтай, которое в 2004 году учредило Международный Курултай сказителей. Именно с этого момента данный творческий конкурс стал проводиться периодически и нашел поддержку в федеральной программе Министерства культуры Российской Федерации. К Международному Курултаю сказителей огромное внимание проявляют не только многие регионы России – Калмыкия, Тыва, Хакасия, Якутия, но и другие страны – Кыргызстан, Казахстан, Монголия, Китай, Азербайджан, Турция. В некоторых из них стали проводиться аналогичные конкурсы. Сказители и исполнители горлового пения кайчи из Республики Алтай, регионов России и зарубежных стран состязаются в нескольких номинациях. Состязание сказителей способствует приобщению к прекрасному самобытному искусству, получившему международное признание далеко за пределами страны. Проводятся мастер-классы, выставки и круглые столы. Для молодых исполнителей этот форум стал своеобразной школой обретения основ традиционной культуры. Из года в год растет профессионализм, появляются новые имена. И на восход пустив коня, он прибыл ровно за 3 дня, качаясь, как больной в седле, к своим горам, к родной земле. Когда коня остановил, алым печальным устав, увидел, край прекрасным был, теперь еще прекрасней стал. Шумит вода, растут леса, звенят, перелетают в них, как колокольцы голоса, уши пешим золотым, и золотокаменный алтарь, его необозримый край, согретый светом ясных дней, алым уста еще родней. В Республике Алтай прошла диада мероприятий по сохранению и развитию культурного наследия алтайского народа, Курултай сказителей и гастрофестиваль «Мать-Земля Алтай». Проект был реализован на средства гранта общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры», предоставленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» при поддержке правительства Республики Алтай. В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе мероприятия впервые прошли в онлайн-формате.
Разделяю вашу радость в деле пропаганды, сохранения и восстановления сказительского уникального творчества и, конечно же, горлового пения, которое считается, наверное, редчайшим явлением во всем мире. Дорогие друзья, вас приветствует Центр традиционной музыки Устат Шакир. Меня зовут Перизат, я солистка, играю на кумузе. Всем участникам в этом фестивале я желаю удачи. Кыргызстандан салам! Бодрого, доброго дня, уважаемые гости, уважаемые участники фестиваля народных сказителей. У каждого тюркского народа есть свои народные исполнители. У башкир это кубайырчы, у казахов это акыны, у узбеков это бахши. Позвольте передать огромный пламенный, дружественный привет из Казани, из Татарстана. Я Юнусов Ильдар из Республики Башкортостан. Горячо приветствую всех участников Международного курултая сказителей Республики Алтай. Сэм Вена. Здравствуйте, уважаемые жители Республики Алтай, а также другие участники. Поздравляю вас с наступлением нового конкурса, нового Курултая сказителей 2020. Мы до сих пор тепло вспоминаем прошлогодний конкурс, где нас очень радушно встретили, сделали много подарков, а также познакомились с культурой и с прекрасной природой. Ансамбле пора алгап тур. Привет участникам фестиваля Курултай! Диада мероприятия была посвящена Году памяти и славы в Российской Федерации, 150-летию со дня рождения известного алтайского художника и общественного деятеля Григория Ивановича Чурозгуркина, 95-летие со дня рождения народного сказителя Алексея Григорьевича Калкина. Международный Курултай сказителей неоднократно отмеченный на федеральном уровне как яркое туристическое событие в области культуры, берет свое начало с 2004 года, когда правительство Республики Алтай учредило проведение этого творческого форума с целью популяризации и выявления мастеров горлового пения и исполнителей героических сказаний. 산하산하네 박바라네 미네림 아이르 대리 절더르라 아르카투아 바라르 우알라타 이바트르라 금을소록 상크라 그른타이 제게 나오다윤 하우바드든 츠다타 Şaştım bu düzünden huyup etken baydok şurum Önün altın bu sozula Kap salgan baydok şurum
И это очень важное событие, ведь среди уникального наследия традиционной культуры особое место занимает сказительское искусство. Устное исполнение героических сказаний о богатырях в сопровождении струнной музыки и горлового пения. Героический эпос – это вершина словесного искусства многих тюркских народов, который по своему масштабу и широте мысли, охвату времени и пространства не уступает самым выдающимся образцам мирового фольклора. В эпосе суть богатства национального языка, его мощь, глубина народной мудрости, которая дошла из далекой древности в сказаниях безымянных сказителей. Курултай-сказители, несмотря на онлайн-формат, открыл новые имена мастеров сказительского искусства. Очередной раз порадовал поклонников горлового пения, показал красоту искусного исполнения алтайских благопожеланий и способствовал сохранению традиционной культуры тюркского народа. Во время трансляции были включения с разных площадок, где проходили выставки, мастер-классы и спортивные состязания. А сейчас мы переместимся на спортивную площадку, где наш корреспондент Амыр Елкачинов ведет репортаж с места состязания одного из национальных видов спорта – стрельба из лука. Здравствуйте, я приветствую всех, кто присоединился к нашей онлайн-трансляции. На данный момент мы находимся на площадке, где проходят соревнования по стрельбе из лука. Все участники выполняют санитарно-эпидемиологические правила, то есть все стоят друг от друга на расстоянии 1,5 метра. Как видите, участников не так много, потому что из-за пандемии спортсмены из разных районов республики не смогли приехать. Здесь соревнуются только лучники из города Горно-Алтайска. Мастер-класс по игре на национальных инструментах проводит преподаватель Горно-Алтайской детской музыкальной школы. Сегодня такой маленький мастер-класс по топ-шуру. Топ-шур – это народный алтайский инструмент, двуструнный. Обычно он делается из кедра. Значит, 2 струны, настроены на кварту. Вот, есть много очень аналогов у казах, называется дамбра, у них более узкий гриф, длинный. Более такая, значит, овальной формы. Значит, у тувинцев называется допшхулур, у нас называется топ-шур. Вот. Раньше не было вот ладов,
Значит, потом, когда хроматическая система пошла, уже, значит, начали ставить лады, уже по хроматизму можно определить, значит, куда она двигается. Вот. Можно брать аккорды, можно играть сольно, то есть по-разному. Современный темир-кумус изготавливается из стали и латуни. Состоит он из ободка и язычка. Ушко на язычке позволяет регулировать звук, динамику и приемы игры. И если днем участники представляли в онлайн-формате свои конкурсные номера, то вечером проходил концерт мастеров горлового пения. Среди приглашенных музыкантов был известный этнический певец Гуруде, финалист и призер этнического конкурса в Италии, аналога Евровидения. У алтайцев есть красивая и добрая традиция – опоясывание поясом дружбы кур нашим гостям с благопожеланиями. Прекрасно, спасибо. Суғадығар бек болзын, жолығар açık болзын. Күнігер сілердің аяз тұрсын. Амадуан амадулар,
бүдіп тұрсын. Алтайыстың құрлы жүрегер, Албатының алқышты жүрегер. От благословенной Алтайской земли будьте здоровы на долгие-долгие годы. Пусть у вас всегда будет чистая и светлая дорога, и помыслы ваши будут чисты. Дальнейших вам творческих успехов. Давайте пожелаем вам. В августе 2019 года в Горно-Алтайске прошел первый гастрономический фестиваль «Мать-Земля Алтай». Основной площадкой мероприятия стал всероссийский проект «Гастрономическая карта России». Там побывали 30 тысяч гостей, попробовавших 42 тысячи блюд. Это абсолютный рекорд среди других регионов. Лаборатории вкуса и кулинарные мастер-классы, семинары по дегустации и театр вкуса, спектакли на кухне «Мать-Земля Алтай» под открытым небом, где готовились аутентичные блюда народов Горного Алтая. Участников ждал фермерский рынок, ремесленная деревня и фестиваль меда, выступления лучших артистов Республики Алтай. Главная площадь Горно-Алтайска стала центром гастрономического марафона, на котором была представлена натуральная и качественная продукция сельхозтоваропроизводителей и мастеров-ремесленников Республики Алтай. Это первый гастрономический фестиваль в нашем регионе, но дебют удался настолько, что Горно-Алтайск стал рекордсменом по количеству участников. Здорово организовано, все красиво. Попробовали блюда национальной кухни. Фестиваль и еда, и люди, они замечательные у вас. Культура и история любого народа берет начало от местной еды, а потому кулинарные традиции и рецепты народов России нужно беречь и хранить. Главной задачей всякого народа является воспитание следующих поколений, передача потомкам опыта и знаний предков. При помощи языка вкуса мы говорим о семье, о традициях, о памяти поколений, о том, что уже сегодня нужно думать о мире, в котором будут жить наши дети. Республика Алтай и весь мир. Благодаря цифровым и очным мероприятиям фестиваль «Мать-Земля Алтай-2020», посвященный миру продовольствия, культуры и туризма Горного Алтая, будет доступен во всех уголках мира. Второй же частью диады стал гастрономический фестиваль «Мать-Земля Алтай», который впервые состоялся в прошлом году, прошел с большим успехом и оставил яркие впечатления. Было принято решение сделать его ежегодным. И точно такие же впечатления оставил гастрономический фестиваль «Мать-Земля Алтай-2020», в ходе которого состоялись презентации блюд региона, ремесленные мастер-классы, спортивные состязания, яркие выступления творческих коллективов Республики Алтай. Натуральные, высококачественные продукты, уникальная и неповторимая национальная кухня. Ну что ж, да, действительно, мы продолжаем наше путешествие по этому городку, импровизированному мастеров и ремесленников нашего замечательного горного региона. И вот сейчас подходим к очередному павильону. Как вас зовут? Откуда вы к нам пожаловали? Добрый день. Меня зовут Юлия Кондратьева. Я представляю музей камня Майминский район. Одно из направлений деятельности музея – это деятельность по сохранению народных художественных промыслов. Я работаю в прямом контакте с мастерами. У нас в районе их много. Их направление – это переработка чаще всего натурального сырья. Я вообще, конечно, мастером себя не могу назвать, но я, наверное, человек, который увлекается войлоковалянием, но моему увлечению больше 6 лет, конечно. Войлок на самом деле очень уникальный материал, он очень пластичный, очень послушный, очень добрый, очень благодарный материал. Да, на самом деле из него изготовить можно абсолютно все, просто чисто физическую еду, которую мы принимаем внутрь, только это нельзя изготовить, а так в основном все можно изготовить. Место называется Чоязы, это слияние Чуи и Катуни. Это не войлок, как вы выразили. Войлока! Да, вот как-то там. Вот, это шерстяная живопись. Это сделано из шерсти. То есть войлок – это уже конечный результат.
А сделано это все из шерсти, из различных кусочков шерсти в технике мокрого валяния. Работу я выполнила со своей коллегой, которая приезжает ко мне из Москвы, Светланой Фоминой. Это у нас совместное творчество. Но это частичная, частичная, так сказать, коллекция. У меня очень много в мастерской изделий. В Озерном у меня свой дом, в котором есть мастерская, гостевой дом и в том числе галерея небольшая, в котором я представляю свои работы. Ну смотрите, вот шапки я понимаю, да, ну вот целое пальто связать или что здесь, куртки, да, представлены? Свалять, да, правильно, конечно, я выражаюсь как дилетант, естественно. Ну расскажите, сколько уходит время вот на изготовление какого-то жакета такого или что это как называется? Ну на самом деле времени это всегда индивидуально все. И я хочу еще отметить, что все вещи, они абсолютно цельноваленные. Тут нет ни единого шва. То есть это вещь, то есть это бесшовная технология абсолютно? Абсолютно бесшовная технология. Это все достигается за счет раскладки шерсти и построения выкройки. Вот. Но работа, она всегда индивидуальная. Если шапку можно там за 3 часа свалять, то пальто можно несколько дней делать. Ну, смотря какой проект. А как достигается разнообразие цветов в этих изделиях? Это заранее как-то красится материал ткани или это уже после как-то изготовления основного, так сказать, составляющей? Ну, у меня здесь разные техники. Есть, где я использую уже готовые окрашенные материалы, а некоторые я сама крашу. Но техника у меня мокрая валяльная. Хочу сказать еще один нюанс, то что эта техника еще нуна-войлок. Нуна-войлок? Нуна-войлок, да. Здесь сочетается много материалов, приваливается ткани, волокна, кружева и необработанная шерсть. А насколько практичны эти вещи? Просто они выглядят очень так, по-музейному даже где-то я сказал бы. Ну, эти вещи, они для людей, которые хотят выделиться, да, или уже не любят избитых каких-то вещей, хотят как-то себя проявить через одежду. Они очень ноские, очень удобные. Это натуральная шерсть, все, натуральные материалы. Они теплые и очень комфортные. В этом году и вот эти 2-3 года вот бирюзовые костюмы. Ну, это олицетворение Алтая, да, нашего воздуха, гор, сочетание белого и голубого цвета, наш флаг, герб Республики Алтай. Свадебная одежда, она традиционная, но мы ее стилизуем под современный крой, под современные тенденции. Также орнаменты остаются. Что интересно, вот в национальной одежде, как вы считаете, вот как определить мужскую и женскую одежду? Мужскую и женскую одежду, ну я думаю, брюки и юбка у меня, собственно, очень простой такой. Ну, если вот изучать историю костюма, то мужская и женская одежда, вот современный человек считает по запаху, да, что мужской по костюм запаху. Да, слева направо, а женская справа налево. Да. А в национальной одежде там нету такого. Там нет такого там разделения. Именно вот приспособлено к условиям труда, жизни, то есть кочевого народа, с правой стороны на левую сторону все костюмы. Но это зависит от того, правша человек или левша. Все связано именно с удобством и с образом жизни, чтобы удобно было носить. И вот формируем вот такие вот подарочные наборы, они прям на все случаи жизни, да, там и на Новый год, и на 8 марта, прям универсальные, и собираются, подготавливаются вот индивидуально, допустим, вот человек может сказать, вот я хочу вот это все. Собрали, подготовили на ваш вкус и цвет. Вот. Ну и вот такие вот есть в деревянных коробочках. Это уже непосредственно Артем сам делает. То есть помимо меда ты еще занимаешься вот каким-то изготовлением? Да. Ну так мини-столярочка есть своя. Есть, ага. Ну как бы так, небольшая. Вот сам делаю улья, получается, и вот сам делаю такие деревянные наборчики. Как я понимаю, глава семейства? Да, Герман Андрей Николаевич, это моя супруга Любовь Анатольевна. И, и вот ваши ребятишки, ребятишки Глебушка, Любава, Аннушка. Привет. Привет. Молодец. Здорово. Здорово. Круто, общительные детки. Ну слушайте, запахло деревом, прям свежей стружкой. Я вспомнил буквально уроки труда в школе даже свои. Ну тут, конечно, замечательные изделия. У меня сложнее, чем ножка от табуретки, ничего не получалось. Расскажите, почему вы занялись именно вот деревообработкой? Чем это привлекает вас? Вы знаете, каждый, наверное, влечет свои моменты. Кому-то машины, кому-то... Вот с детства понимал, что люблю возиться с деревом. Но в итоге так и пришел к дереву.
Причем почему вот именно детские игрушки? Ребятишками, когда играешь, вот приобрели такой конструктор. Я понимал, что деталей мало, не хватает, фантазии развернуться негде. Поэтому вот пришли к тому, что я сделал вот конструктор, да, детали все те же самые, но вот этот конструктор вот в большом этом позволяет действительно развиться фантазии, сделать побольше домик, поменьше, 2 домика сделать. То есть потом как-то вот все это складывается, одни прикольные, вот изготовили танграммы, то есть попросили сделать. Что это такое? Развивающая игра. Это сейчас это называют танграммом. Мы переключаемся на современную кухню Политехнического колледжа имени Гнездилова. И нас встречает преподаватель колледжа Максим Попов. Начнем очищать папоротник от семян. Пару слов хочу добавить о папоротнике, о его полезных свойствах. Первое, что пришло на ум, это, конечно же, то, что папоротник выводит радиацию из организма. Как говорят туристы, на вкус как грибочки. Итак, нам нужно нарезать папоротник. Каким образом мы будем нарезать папоротник? Где-то примерно 5-7 сантиметров шириной. Хорошо. Итак, Айжана нарезает папоротник. А дальше у нас еще осталось мясо морала, которое, так как наше эфирное время небольшое, то мы его подготовили заранее. А именно запекли мясо морала в пароконвектомате. Современное оборудование в этой учебной лаборатории позволяет нам это сделать. А с чем вот сочетается папоротник вот вообще в традиционной кухне или просто в домашней кухне? С картофелем можно? Ну что, Айжана, наш салат уже готов? Да. Ну, тогда презентуйте дорогим зрителям то, что мы с вами приготовили. Сегодня мы приготовили салат кабалжин из папоротника и мяса морала. Запечатлевшие быт и историю народа, эти традиции пропагандировались на всех площадках гастрофестиваля. В рамках Диады прошло более 15 мероприятий, театрализованные представления, конкурсные, фестивальные, концертные программы, выставки народных художественных промыслов, мастер-классы, гастрономические площадки, театр вкуса, лаборатория вкуса и многие другие. С помощью гальванопластики они просто... До этого мы с вами рассмотрели, как очищается и готовится желудочно-кишечный тракт барана для приготовления различных блюд. В том числе мы сейчас вам покажем приготовление тюргем. Для этого мы уже все приготовили. Хотелось бы отметить, что тюргем готовится в разных районах по-разному. Вот в данном случае у нас у тюргем с ворсистой частью. Также мы добавляем сюда ленточку, присоединяем ленту из тарын и плетется косичка. Вот. Способы плетения косички тоже бывают разные, но в данном случае тюргем, юрюп чадрыс, тюргемды чичкей чегели.
В мероприятиях приняли участие заслуженные артисты Российской Федерации и Республики Алтай, лучшие творческие коллективы Горного Алтая, известный исполнитель горлового пения, мастера-ремесленники, производители местной продукции, фермеры, повара. Проект был реализован на средства гранта Общероссийской общественной государственной организации «Российский фонд культуры», предоставленного в рамках федерального проекта «Творческие люди», национального проекта «Культура» при поддержке правительства Республики Алтай. На сцене Национального театра Республики Алтай были подведены итоги диады мероприятий и награждены победители. Гран-при Курултая сказителей 2020 присуждается Баиру Анатольевичу Турлунову. Центр культуры и искусства, муниципальное образование, Кошагачский район. Отметим, что Баир исполнил отрывок из произведения великого кайчи-сказителя алтайского народа Алексея Григорьевича Калкина «Мадайкара». Завершение сегодняшнего мероприятия – выступление обладателя Гран-при Курултай сказителей 2020 Баир Турлунов. Көктеңгері алыдында көрерге жарашалы тайым Ақаястың алыдына айлана басқан алытайым Ебіресінні көрігімді сезімі қондады көксіме Қанат туғышты ұчала ғайып чөрім үстіңілі Мүңгінің аққаны мөңіні су мөлі төрешкені көз істе Көссінің дүрер жылдызы стеңгерінің төбінде Айланындыр ақырлары аңның құштың дұрылозы Ебері баққаны сулары Ержіне малыдың суғады Ебері тұрғаны тулары Елік миғақ тұрылозы Ебері баққаны сулары Ержіне малыдың суғады Діктір даштарында теке жүрген ере чуым аян сындарында Арғар жүрген ере чуым